Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. День медицинского работника в республике отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпадает на 21 июня. В этот день чествуют врачей, фельдшеров, медсестер и весь медицинский персонал. Накануне прекрасного летнего праздника наш гость в студии Иван Иванов, главный врач республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи, главный внештатный хирург Министерства здравоохранения Республики Саха. Иван Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, в преддверии праздника давайте, может, вспомним о успехах больницы. Хочется сказать, что Центр экстренной медицинской помощи, несмотря на свою экстренную направленность, за прошедшие 5 лет, вот мы посчитали, 170 у нас внедрений произошло, высокотехнологичных, специализированных внедрений в части и оказания медицинской помощи, и диагностики. Только за 2025 год у нас порядка 45 внедрений, в том числе такие очень затратоемкие, энергоемкие внедрения, такие как у нас, например, отделение реанимации впервые на территории республики, и одна из первых на Дальнем Востоке провела в конце 2024 года селективную плазмофильтрацию. Это при печеночной недостаточности. У нас были такие пациенты. В 2025 году мы провели селективную плазмосорбцию. Это вообще такое ноу-хау. На тот момент во всей Российской Федерации всего 4 пациента, на которых данная медицинская помощь была оказана. Вот мы в том числе. То есть мы были 4-й, образно говоря. Она при тяжелых сепсисах. К нам поступает пациент в тяжелых сепсисах. И, как правило, бывают моменты, когда невозможно другим способом оказать медицинскую помощь. И здесь включаются наши высокие технологии. И реанимация у нас не отстает в этом направлении. Вообще участвуют в этом процессе все отделения. У нас порядка в 2025 году участвовало 11 клинических подразделений. Помимо прочего, еще и вспомогательные службы там активно принимают участие. БАК-лаборатория, клиническая лаборатория, наша рентген-служба, хирургические подразделения. То есть тут степень активности очень высокая. Помимо прочего, раньше было такое выражение, я помню, когда был студентом еще, чем лучше хирург, тем больше разрез. Да. Сейчас эта фраза меняется. Сейчас мы все больше и больше эндоскопически оперируем. Да, и сейчас у нас очередь дошла уже до нейрохирургов, хотя, казалось бы, у них там очень тонкие материи. Они уже у нас поясничные грыжи удаляют эндоскопическим способом, грыжи грудного отдела позвоночника передним доступом удаляются. Это позволяет пациенту уже на 2-е сутки встать, а уже на 5-е, 6-е выписаться и вернуться к активному образу жизни. То есть сроки госпитализации, сроки болезненные какие-то моменты и так далее, они нивелируются буквально до сроков 4-5 дней. То есть большие такие, это если совсем вкратце, совсем если так отметить, да, самое яркое. А вот вы уже немножко упомянули о том, что очень много у вас отделений, 11 вы сказали. А сколько всего, какие можно отметить вообще ваш персонал, о персонале немножко подробнее? Хочется сказать, что РБ-2 это 469 коек круглосуточной работы. Мы работаем 365 дней, 24 часа в сутках, без выходных и так далее. То есть у нас и днем, и ночью во всех подразделениях кипит жизнь. То есть нет такого, что какое-то подразделение закрывается. Всего у нас функционирует порядка 14 клинических отделений, это там, где лежат пациенты. Помимо прочего, есть еще вспомогательные службы, диагностические службы, это порядка 10 клинических подразделений у нас. У нас на нашей базе базируется региональный сосудистый центр, на нашей базе базируется ожоговый центр, травматологический центр. Мы также занимаемся обслуживанием санитарной авиации, то есть оказанием медицинской помощи пациентов, которые доставляют в город Якутск. То есть большой объем работы выполняет, сегодня я считал, 1836 человек. Из них 380 врачей, среднего младшего медицинского персонала и технического персонала в том числе. Но хочется сказать, что не забыть, скажем так, про работу у нас активно в оказании медицинской помощи вспомогательные службы. Мы часто не забываем, такие как, например, централизованное стерилизационное отделение, без которого работа медицинской организации была бы невозможна, и так далее, и так далее. Вся эта организация, все деятельности медицинской организации направлены на то, чтобы при поступлении пациента вне зависимости от дня недели, времени, или какого срока года и так далее, помощь должна оказываться качественно, своевременно и в полном объеме. То есть мы направлены именно на это. Любая больница — это не только персонал, а также и обеспечение современным технологией, да, то есть оборудованием. Хотелось бы узнать, какие работы ведутся в этом направлении. Возможно, в этом году есть тоже что отметить. В прошлом году мы приобрели порядка 51 единицы медицинского оборудования и прочего оборудования, которое требуется для функционирования работы. Помимо прочего, у нас большая работа проводится в части поддержания бесперебойной работы
постоянная работа нашего тяжелого оборудования дорогостоящего, такого как МРТ, томография, ангиографы наши. Это по-настоящему очень большая работа технического персонала для того, чтобы своевременно выявлять какие-то нарушения в работе аппаратов и, собственно говоря, очень оперативно их ремонтировать, учитывая, что, ну, скажем так, запчасти у нас здесь в магазинах не продаются на это оборудование. Вот. Помимо прочего, это оборудование, которое мы закупали и для сопутствующих наших отделений, вот опять же централизованное стерилизационное отделение у нас клиническая лаборатория, БАК-лаборатория, то есть они все. Это рентген-служба наша, которая тоже активно использует медицинское оборудование. И вообще, как бы, деятельность моя, как руководителя, прежде всего, и вот административного персонала, и технического персонала, она заключается в том, чтобы поддерживать работоспособность нашего оборудования. Каждый год менять его не получается, к сожалению, да, ну и в этом нет необходимости. И в то же время не отставать от тенденций, то есть не зарыться в рутине экстренной медицинской помощи, а чтобы видов оказания медицинской помощи, моментов, с какой стороны подойти к пациенту, их было больше. И чем больше методик, тем качественнее оказание медицинской помощи. Это как бы такая вот истина, которой мы пользуемся. Угу. И хирургическое отделение номер 1 отметило юбилей, 25 лет, да? Пожалуйста, расскажите об этом отделении. У нас два отделения, первая хирургия, вторая хирургия. Первая хирургия, как бы это ни звучало, чуть младше оказалась, да? 25 лет мы отметили, провели конференцию свою. Это отделение, которое оказывает хирургическую помощь гнойным пациентам, чистым пациентам. Возглавляет это отделение Игнатьев Василий Петрович, это врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, главный хирург Министерства здравоохранения в недавнем прошлом. У нас в отделениях, во всех практически, по-моему, даже во всех отделениях есть научные руководители, скажем так, это те люди, которые занимаются наукой и вот имеют определенное свое мнение в части оказания медицинской помощи пациентам. Регулярный обход у нас проходит. Вот научный руководитель первого хирургического отделения, это Винокуров Михаил Михайлович, наш профессор, академик, доктор медицинских наук. Он оказывает очень такую хорошую практическую и научную помощь. Ну, первое хирургическое отделение, оно, конечно, очень активно работает. Порядка 2000 пациентов в год проходит через это отделение. Это тяжелые пациенты, это непростые пациенты, которые доставляют в центральных районных больниц, но из города Якутска. То есть у нас самые тяжелые больные, они вот лежат именно во второй хирургии. Первой хирургии. Угу. Ну и проект «Мобильный хирург». Он прям стал такой визитной карточкой, да, вот вашей больницы. Вот как реализуется проект, что можно уже сейчас тоже отметить? Вообще мобильный хирургический центр, он очень хорошо себя показал. Вот благодаря, скажем так, указаниям и действиям нашего главы Александра Сергеевича Николаева, министра здравоохранения Елены Николаевны Афанасьевой, а также при поддержке территориального фонда Александра Васильевича Горохова, без него тоже было бы сложно это реализовать. Вот в регионах с низкой плотностью, но очень большими площадями она показала себя очень хорошо. У нас есть такие регионы, Красноярский край сейчас пытается создать мобильный хирургический центр. Я ездил с ним, разговаривал, советовал ему. За 2 года работы, 24-25 год, мы прооперировали порядка 1580 человек. 1500 человек получили высокотехнологичную, специализированную медицинскую помощь на месте, не выезжая в город Якутск. Хотя должны были все выехать в город Якутск. Порядка более 5000 человек, они получили консультацию, то есть рекомендации либо в город Якутск ехать, либо к лечению какие-то моменты и так далее. Помимо прочего, диагностические мероприятия, которые мы проводим на местах. Если говорить о высоких технологиях, когда мы говорили, что эндопротезирование от тазобедренных суставов мы впервые провели в 2024 году и так далее, на сегодняшний день там порядка уже 162 эндопротезирований, вот за 2 года мы провели. Плюс в этом году мы внедрили эндопротезирование коленных суставов, а это вообще никогда не делают в центральных районных больницах на всей территории Российской Федерации. Вот, мы уже 16 операций этих провели, то есть пациенты получили медицинскую помощь на местах. Ну и, конечно, в планах мы планируем дальше наращивать и увеличивать количество, мы уже нарастили количество выездов, мы уже нарастили количество оказываемой медицинской помощи, и еще наращиваем в этом году. Подстраиваемся и внедряем новые виды оказания медицинской помощи по новым профилям. То есть требования меняются у районов, когда мы где-то что-то уже закрыли, появляются другие моменты. Соответственно, мы подстраиваемся, направляем новых специалистов своих, формируем новые группы абсолютно и так далее. То есть эта работа будет идти, и она уже вошло такое уже в текущее русло, скажем так. Она уже идет само, она уже двигается. Люди все знают, ждут в своих районах артических также. Ну и немного о планах и перспективах расскажите, пожалуйста. Ну, планы у нас всегда грандиозные.
продолжим работать в том же темпе, не снижая темпов наших. А также у нас очень много внедрений планируется в этом году. Вот порядка 37 внедрений мы в этом году запланировали, мы должны их до конца года реализовать. У нас есть амбициозные планы, такие как подготовка к получению сертификата качества оказания медицинской помощи. Это требования, которые сейчас выставляют всем медицинским организациям. Там большая работа проводится внутри медицинской больницы. Вот 26-й год мы посвящаем тому, что мы будем готовиться. В 27 году мы будем все-таки сертификаты по всем профилям, по всем видам оказания медицинской помощи, мы должны его получить. Это, конечно же, не просто красивая табличка, которая висит на стене, за этим кроется там целый комплекс мероприятий для того, чтобы пациентам медицинская помощь оказывалась еще более качественной, потому что предела механизму совершенствования его нету. Помимо прочего, конечно же, это, как я сказал, уже внедрение, это медицинское оборудование, ну и вот наша такая текущая работа. То есть, как говорится, темпов сбавлять нельзя. Мы больница крупная, на нас все смотрят, и пациенты, которые к нам поступают, они ждать не могут. Поэтому у нас все направлено на то, чтобы оптимизировать все процессы, ускорить процесс, и помощь пациенту была оказана своевременно. Ну, профессия врач, мне кажется, это очень сложно. Как можно добровольно выбрать такое, я до сих пор не могу понять. Но как вы празднуете День медицинского работника? Ну, до недавнего времени мы, конечно же, старались как-то масштабно очень отпраздновать. В этом году мы собираемся в Доме культуры, для того, что все-таки у нас есть работники, которых уже заждались награды, различные государственные награды, республиканские награды, ведомственные награды и так далее. Все их надо вручить, потому что люди заслужили этого. И День медицинского работника – это, такой, мне кажется, наиболее подходящий момент для таких моментов. Ну и, конечно же, все медицинские работники, мы не относимся к этому празднику, так что есть такой День медицинского работника. Все-таки медицину выбрать можно. Другое дело в ней удержаться в этой медицине. Да. Я всегда говорю, что в республиканской больнице номер 2, учитывая темп и интенсивность работы, которой мы оказываемся, случайных людей нет. Случайные люди попадают, работают какое-то время, но обязательно уходят. А те, кто остались и работают уже 10 лет, 15 лет и так далее, это не случайный человек. Он прошел все проверки, он уже работает в РБ-2 и ни на что другое не применяет. Я всегда говорю, что если ты научился работать в РБ-2, ты будешь работать в любой медицинской организации нашей страны. Тебе это будет легко и просто. Ну и ваши пожелания своим коллегам? Конечно же, хочется в Дню медицинского работника пожелать всем работникам здравоохранения нашей республики, прежде всего, здоровья. Здоровье, оно очень важно. Часто мы этот вопрос недооцениваем сами. Сапожники без сапог. Но на здоровье надо обращать внимание и следить за своим здоровьем, не только за здоровьем своих пациентов. Конечно же, мирного неба над головой, и удачи и какого-то карьерного роста в вашей работе. Ну что ж, я тоже присоединяюсь к вашим поздравлениям. Иван Сергеевич, спасибо, что вы уделили время, ответили на наши вопросы. И с праздником вас предстоящим. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.